Уважаемые граждане Республики Казахстан, уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, уважаемые руководители правоохранительных органов, я, Сатыбалдиев Даурен, сын Сарманова Хали Сатбалдиевича, пенсионера, 69-летнего почетного гражданина Сайрамского района, города Шымкент, кандидата химических наук, успешного сельхозпроизводителя, сегодня осужденного гражданина Республики Казахстан. Мы обращаемся к общественности на имя президента Касым-Жомарта Кемеловича, на имя генерального прокурора, на имя министра внутренних дел, на имя Жакопа Кажмановича Асанова, председателя Верховного суда, чтобы защитить конституционные права моего отца. Я уверен, что многие наши соотечественники на сегодняшний день переживают то, что переживает моя семья и мой отец, а именно рейдерский захват готового бизнеса. Мой безвинный отец в результате вопиющих правонарушений со стороны правоохранительных органов, а теперь и суда Сайрамского района, находится в тюрьме уже 10-й месяц. Уголовное дело в отношении моего отца сшито белыми нитками, то есть не имеет никаких оснований для уголовного преследования. С 2016 года моего отца Сарманова Хали Сатбалдиевича пытались привлечь в орбиту уголовного дела, отобрать бизнес, выгнать из своего собственного дома. 5 раз уголовное дело прекращали за отсутствием состава преступления. У меня есть постановление в качестве доказательств. 1 октября 2020 года его обманным путем вызывают в одно здание в городе Шымкент сотрудники полиции, хотя дело расследовалось в департаменте полиции Туркестанской области в городе Туркестан. Необоснованно его задерживают, предлагают ему признаться полностью и отдать весь бизнес, после чего наглым образом его водворяют в ИВС. Далее сотрудники полиции сообща собирают из села в город Туркестан толпу лжепайщиков, где путем угрозы закрыть дорогу создают давление на Следственный суд. Естественно, под таким давлением Следственный суд дает на 2 месяца санкцию, после чего следователь департамента полиции, начиная с 17 октября по 22 октября, подворно обходят жильцов Касымбек-Датка, собирают у жильцов заявление под предлогом «Вернем ваши земли», на что сельчане подписались на заявлениях и на готовых протоколах допроса, после чего, собрав 174 человек якобы потерпевших, без регистрации в книге учета информации заявлений, без установления конкретных фактов причиненного вреда, следователи окончили дело 10 ноября 2020 года. Дело состояло из 37 томов. После ознакомления и вручения моему отцу копии дел 20 декабря 2020 года департамент полиции Туркестанской области направляет в прокуратуру Туркестанской области, где доблестный прокурор Бекасанов и Рыскельдиев ознакомились с материалами дела за 1 день и направили в Сайрамский районный суд. Это полный бардак и беспредел продолжил председатель Сайрамского районного суда Дюсюбеков. Судья не только вынес незаконный приговор, но и приложил усилия, чтобы у нас осталось меньше срока для его апелляционного обжалования. Приговор был оглашен 19 июля 2021 года и спустя 10 суток, 28 июля, вручен Сарманову и его защитникам. Почему подобное беззаконие допускается судом? Он элементарные вещи не знает, и как ему доверили такую сложную и высокоответственную работу. Сам Дюсюбеков изначально запретил родственникам и близким Сарманова, запретил заходить в здание суда, сказав, что руководство сверху дало такую команду. Это же ведь ущемление прав человека. А этих лжепайщиков всех до единого допускают на процесс, и для них отдельное внимание. Судья даже Сарманову Хали и его адвокатам и другим лицам не дал выступить в прении и не дал Сарманову последнее слово. Судья, не знающий правил и порядка ведения процесса, как он может рассматривать уголовные дела? Не может отличить единый реестр досудебных расследований и книгу учета информации. Не знает порядок регистрации и ведения досудебных процедур. Мы в этом убедились и каждый раз убеждаемся, что сайрамский судья некомпетентен. Поэтому он и осудил. Из числа потерпевших судья Дюсюбеков убрал 26 потерпевших своим постановлением, которые были признаны потерпевшими следствием. Так давайте осудите их за ложный донос по статье 419 и 420 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Ведь это чистой воды ложный донос и ложное показание. Более того, полиция Ербол Кокибаев и производственный кооператив Хайнар Астық не были признаны потерпевшими. 20 января 2021 года судья сам лично признал производственный кооператив Хайнар Астық потерпевшим. На судебном процессе судья отказывает Ерболу Кокибаеву в признании потерпевшим. Следствием Ербол Кокибаев 26 января 2021 года идет умышленно, регистрирует себя членом производственного кооператива, после этого беззакония. 30 января 2021 году в субботу без учета мнений сторон выносит определение о признании его потерпевшим. Сайрамский районный суд работает в субботу? Нет ни единого факта регистрации уголовного дела, который соответствует Уголовно-процессуальному кодексу. Всех лжепайщиков и лжезаявителей сотрудники полиции собрали после того, как арестовали Сарманова Хали. И эти неопровержимые факты судья Дюсебеков признает законными. То есть для начала закрывают человека, потом собирают заявление в отношении этого человека. Этих заявителей признают потерпевшими, рапорта нету, книги учета информации не проводят регистрацию, ущерб не устанавливает. И таким образом судья дает заключение, что именно эти действия являются обоснованными. Или для Туркестанской области Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс отдельно прописаны? После таких действий, как думаете, какое решение должно было быть вынесено? И сам судья говорил неоднократно, что председатель области не дает оправдать реально невиновного человека. Уважаемый Жакоб Кажманович, если местный суд на самом деле не заинтересован, поручите передать апелляционную жалобу рассмотреть любой другой регион Казахстана. Почему мы должны оставаться жертвами преступного сговора правоохранительных органов и суда? Почему мой отец должен отдать свое имущество и свой бизнес, строившийся годами? С прошлого года он сидит в следственном изоляторе. Местная прокуратура проигнорировала прямое поручение генерального прокурора, где было направлено письмо о срочном освобождении и наказании виновных лиц правоохранительной системы. Так вот, прокурор Туркестанской области проигнорировал это. Наши адвокаты на судебном процессе предоставили неопровержимые и конкретно обоснованные факты, на что судья не отреагировал. С начала судебного процесса судья полностью поддерживал всех лжепайщиков и показания лжепайщиков. Можно сказать, поддержал в полном объеме беспредел полиции и прокуратуры. Недавно данный судья в том же районном суде освободил детоубийцу, наехавшего на пешеход. Человек на автотранспорте наехал на пешехода и насмерть сбил ребенка. Этот преступник житель села Манкент. Так вот, за процессуальные нарушения судья Дюсебеков освободил же его, а Сарманова Хали осудил, хотя в уголовном деле на все 200% с момента регистрации все действия совершены с грубейшими процессуальными нарушениями. Сейчас сельскохозяйственный бизнес моего отца полностью приостановлен. Ведущий производитель зерновых культур Туркестанской области обеспечивал постоянной работой более 50 человек. Сейчас остановлены все полевые работы. Перед арестом был дан старт строительству комбикормового завода, на строительством которого уже были задействованы около 50 строителей. Все эти люди, увы, остались без работы. Кроме того, вследствие давления и на другие его бизнесы, все они под угрозой банкротства. Это санаторий Хайнар с 50 рабочими местами, агроэкономический колледж, а это еще 100 рабочих мест, и около 1000 студентов, и другие бизнесы. В заключение хочу сказать, уважаемый президент, прошу обратить внимание на это вопиющее беззаконие в отношении моего отца Сарманова Хали Сатбалдыевича, пенсионера, тяжело больного человека, перенесшего 3 раза инсульт. Даже здоровому человеку трудно находиться в местах лишения свободы. Несмотря на это, его держат под стражей уже год. Мой отец почетный гражданин Туркестанской области, внесший огромный вклад в развитие региона. Пользуется хорошей репутацией, и никто в области не верит в его виновность. Прошу тщательно разобраться и наказать виновных лиц. Благодарю за внимание. Надеюсь, что справедливость восторжествует. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, я вынужден обратиться к вам, как гаранту Конституции, и обратить ваше внимание на беззаконие, имеющее место в Туркестанской области.
Я в качестве адвоката защищаю интересы Сарманова Хали Сатыбалдиевича. В 2015 году лжепайщик Мадибеков Олнасбек написал заявление в правоохранительные органы Республики Казахстан, обвиняя Сарманова в растрате имущества производственного кооператива, а именно ПК «Хайнарасток». Данное заявление является незаконным и неподтвержденным. Однако вследствие это явилось поводом для инициирования уголовного преследования в отношении Сарманова Хали. Кроме того, в ходе производства расследования органам следствия допущены грубейшие процессуальные нарушения, а именно 11 мая 2016 году с грубейшим нарушением норм статьи, предусмотренных 179 и 181 Уголовного процессуального кодекса. Также требования приказа генерального прокурора от 19 сентября 2014 года за номером 89, проигнорировав данные требования без каких-либо ревизий, проверок актов аудитского заключения, провели регистрацию уголовного дела по статье 189, часть 1 Уголовного кодекса Казахстана. Именно эти действия также со стороны правоохранительной системы являются грубейшим нарушением. Несмотря на показания Мадибекова, где он сам дает показания и не может подтвердить свою причастность к данному производственному кооперативу «Хайнарасток», а также не может предоставить какие-либо доказательства, то есть указано в своем заявлении, он дает подтверждение. Более того, данный факт был также подтвержден именно письмом заместителя генерального прокурора Кравченко, где Мадибекову точно было адресовано 30 октября 2015 года, что он не является членом ПК. Несмотря на это, указанное заявление со слов третьих лиц Управления полиции Сайрамского района признает его потерпевшим. Сарманов Хали, являясь председателем производственного кооператива «Хайнарасток», кроме земельных паев участников, членов ПК и других участников не принимал. Производство по уголовному делу, начатому в 2016 году по 2020 год, 5 раз прекращалось на основании статьи 35, части 1, пункта 2 Уголовного процессуального кодекса за отсутствием состава уголовного правонарушения. Это 2016 года, 17, 18, 19, 20 года. Таким образом, следствие и прокуратура, несмотря на явные и грубые процессуальные нарушения, проявляя заинтересованность, продолжали вести расследование и проводить по делу незаконные следственные действия в виде обысков, выемки, явно не относящихся к данному делу. 1 октября 2020 года Сарманов был взят под арест по факту хищения без наличия актов аудитской и налоговых проверок, судебно-экономической экспертизы, элементарно простой ревизии. Особо надо отметить, что в уголовном деле нет ни одного документа в оригинале. Все документы в виде копий. И только после ареста началось истребование заявлений и признаний потерпевших, назначение аудитской проверки и так далее. Например, после задержания 1 октября 2020 года сотрудник следственно-оперативной группы Департамента полиции Туркестанской области, сотрудники с 17 октября 2020 года по 21 октября 2020 года, умышленно организовав массовый прием, принимали заявления от жильцов села Касымбек-Датха, Туркестанской области, села Чиркина, села Асларк, села Жандарбекова, села Ошахты и города Шымкент. Если учесть, что в этих селах проживает более 10 тысяч человек и в городе Шымкент более 1 миллиона человек, то особо труда не составляет уговорить 174 человека стать лжепайщиками. При массовом сборе заявлений за короткое время отобрали заявления, признали моментально потерпевшими и в то же время успели допросить. То есть берут заявление, постановление, вносят о признании потерпевшему, протокол допроса составляется, это буквально как минимум на 11 листах, на 10-11 листах. Интервал среднего приема по данным документам
предоставленным следствием, составляет 15-20 минут. Таким образом, заявления у всех 174 потерпевших собраны за короткий период после закрытия, после задержания Сарманова Хали. То есть с 1 октября 2020 года до этого момента на Сарманова Хали никто заявление не писал. Значит, не было никаких потерпевших. 12 октября 2020 года следователь департамента полиции Туркестанской области выносит постановление о полном удовлетворении моего ходатайства. То есть я как адвокат я направил ходатайство, данное мое ходатайство было полностью удовлетворено. И где они приняли на себя обязательство организовать допрос, очную ставку с заявителями, однако никаких очных ставок не было. Следователь свои обязательства полностью не выполнил. В ходе судебного следствия выяснилось, что среди вот этих, по моему мнению, лжепотерпевших присутствуют люди, которые не достигли совершеннолетнего возраста до приватизации, то есть до создания вот этого ПК Хайнарастов. Есть люди, родители которых умерли до приватизации государственного имущества. Имеются потерпевшие, которые ранее вывели свои паи с производства кооператива, продали свои земельные участки. А в настоящее время требуют эти же земельные участки и долю от 61 миллиона тенге. Таких примеров множество. Следствие велось односторонне, никаких очных ставок не проводилось, государственный аудит не назначался. Непонятно, на основе каких документов проводился аудит. Ни у кого не было документов для проведения аудита. Доводы и ходатайства защиты вовсе не были так сказать, оставлены без рассмотрения, без удовлетворения, то есть проигнорировали. Несмотря на вышесказанное, 10 ноября 2020 года орган следствия действия Сарманова Хали квалифицировал по пункту Б, часть 4 статьи 176, то есть по старой редакции Уголовного кодекса, и по статье 228 Уголовного кодекса также по старой редакции. Обвинение считает, что Сарманов, будучи председателем ПК Хайнарастов, незаконно перевел полученные от государства денежные средства в сумме 61 миллионов 281 тысяч тенге на счета подконтрольных ему компаний и обналичил их. Далее, 20 декабря 2020 года уголовное дело в 37 томах с обвинительным актом было направлено в прокуратуру Туркестанской области, которая непонятным образом и невероятным образом за один день, изучив все 37 томов уголовного дела, утвердив обвинительный акт, направил его в суд. Это доказывает только одно: прокуратура прямо заинтересована в привлечении Сарманова Хали к уголовной ответственности, так как физически невозможно за один день прочитать 37 томов, проверить, дать оценку доказательствам, ходатайствам, принятым решениям, полноте следственных действий, оценки, квалификации и так далее. Что впоследствии заметно в суде, так как процессуальный прокурор, который непосредственно участвовал в суде со стороны обвинения, Бекасанов Жандос, не знает элементарные моменты по данному уголовному делу. Доказательная база вместе с тем, что надо отметить именно по доказательным базам, не имеются конкретно факты хищения, а именно нет конкретного аудиторского заключения, нету заключения экспертизы. В деле только имеется сомнительный аудиторский акт от 5 ноября 2020 года, который был подготовлен с грубейшими нарушениями норм законов, что и впоследствии нарушили права моего подзащитного Сарманова Хали. В частности, аудиторский акт был составлен всего за один день. То есть следователь 4 ноября 2020 года вечером выносит постановление о назначении проверки. Утром на следующем 5 ноября 2020 года аудитор уже предоставляет подготовленный аудиторский акт. В данном случае аудиторский акт вызывает огромное сомнение, потому как для такой большой проверки со сроком более 20 лет физически невозможно проверить за один день. Хуже того,
углубленной проверки на данное вот это действие как хайнарастых не проводилось. Заключение акта налоговых проверок даже не запрашивались. Другими словами, аудитор просто переписал в своем акте доводы потерпевших и версию следствия. Аудит был проведен без соответствующих документов. Надо отметить, что до этого из-за нехватки необходимых документов 2 аудиторские компании отказали в проведении проверок. Это одна компания была назначена в начале года, 2020 года, то Адепт Аудит. И второй был назначен в сентябре 2020 года, это Эксперт Аудит. Здесь также можно сказать, что явная заинтересованность органов следствия и аудитора налицо. При этом ни аудитор, ни следователь, ни прокурор не учел, что в ПК своей деятельности, кроме земельных участков, ничего не имело, наивно полагая, что сельхозкультуры будут происходить на необработанной земле, а также собираться сами по себе, храниться и реализовываться сами по себе, принося, по версии следствия, колоссальную прибыль. Когда поступило 61 миллион 281 тысяч тенге на расчетный счет ПК Хайнарастых, решением членов правления и общего собрания перед началом полевых работ осуществил 50% предварительную оплату за оказание сельскохозяйственных услуг. Пахота, это обработка почвы, посев, весенние удобрения, уборка, очистка и так далее. Следствие без никаких оснований считает, что оплаченные деньги, оплаченные деньги за сельскохозяйственные услуги присвоены денежных средств, принадлежащих ПК. В обвинительном акте по данному уголовному делу в отношении Сарманова Хали указано 174 потерпевших. Орган следствия не установил, каким образом, какие нарушения, размер ущерба были допущены в отношении этих лиц, какие-либо правонарушения со стороны Сарманова Хали. Вот эти все моменты не были учтены, и не были обоснованы, и не были доказаны. Орган следствия даже не разбирался в их документах. Напротив, для создания видимости общественной напряженности признали всех подряд потерпевшими. Здесь было важно их количество. Более того, установлено, что орган следствия с периода с 17 по 21 октября 2020 года сами же вызывали жителей сельских вот этих сел, как уже выше перечислил, Хайнар-Булак, Колькент, Касымбек-Датха, написать заявление в отношении Сарманова Хали. Кроме того, все 174 заявления были написаны на имя заместителя Следственного управления департамента полиции Хайбара М. То есть Хайбар Малик, не на имя руководителя департамента полиции. Это что уже, как можно сказать, это уже само незаконно. Хуже того, ни одно из этих заявлений в правонарушении, то есть согласно требованиям первого прокурора Республики Казахстан, то есть я уже как выше останавливался на этом, согласно приказа номер 89 от 2014 года, не были зарегистрированы в КУИ, в книге учета информации. Сами по себе жители не ходили в полицию, тем более жители этих сел за 20 лет могли обращаться в правоохранительные органы без помощи полиции. Непонятно, с каких пор полиция стала организатором массовых заявлений. Это свидетельствует о грубейших превышениях своих полномочий руководителя следственно-оперативной группы, так и членов следственно-оперативной группы и других. В ходе судебного следствия все допрошенные потерпевшие не смогли предоставить какие-либо документы, доказывающие членство в производственном кооперативе. Не знают о заявлениях и не помнят, что написано было там. Хуже того, имеются потерпевшие, которые ранее вывели свои паи, продали свои земельные участки. В настоящее время требуют эти же земельные участки и долю от 61 миллион тенге от Сарманова. Есть и другие интересные, то есть потерпевшие, родители которых погибли в 1999 году, 1997 году, а в первом списке членов ПК в 2004 году они значатся пайщиками. Особо следует отметить тот факт, что с момента задержания, то есть с 1 октября 2020 года и до направления дела в суд
Сармановым не было проведено ни одного следственного действия. За все время следствия Сарманов находился под стражей. Иными словами, здесь невооруженным глазом видно, что органы следствия и прокуратура напрямую заинтересованы в привлечении Сарманова Хали к уголовной ответственности. По указанным фактам защитникам, то есть адвокатами, защитниками Сарманова Хали неоднократно направляли жалобы в Генеральную прокуратуру, в МВД и другие органы, центральные органы. Однако эти все наши действия результатов не дали. Хуже того, Генеральная прокуратура несколько десятков раз все жалобы перенаправила в областную прокуратуру Туркестанской области, чьих мы обжаловали действия. Нами обжалованы незаконные действия областной прокуратуры, выразившись в ненадлежащем рассмотрении жалоб. Были неоднократно обращались на действия органов полиции, на нарушение сроков, составление без разрешения доводов. Вот это все было оставлено без удовлетворения, без рассмотрения. В результате чего Следственным судом было вынесено 2 постановления о признании действий прокуратуры области незаконным. Также Следственным судом было вынесено одно частное постановление Туркестанским областным судом, одно частное постановление на допущенные нарушения в ходе судебного следствия следователя следственно-оперативной группы, а именно Пельдебаева. Несмотря на изложенные доводы, сотрудники Генеральной прокуратуры 2 раза отказали адвокатам Сарманова Хали в записи на личный прием генеральному прокурору Нурдалету Гизату Дауренбековичу, не говоря о других обращениях, которые также были оставлены без удовлетворения. В ноябре 2020 года в прокуратуру области поступило письмо, утвержденное заместителем генерального прокурора Республики Казахстан за подписью Кенебаева, где дано четкое конкретное указание об изменении мер пресечения, о завершении уголовного преследования, о привлечении к дисциплинарной ответственности всех должностных лиц прокуратуры и органов следствия за необоснованное заключение под стражу Сарманова Хали и за волокиту данного уголовного дела. Также потребовал доложиться до определенного времени, то есть, если не ошибаюсь, до 11 ноября 2020 года. В целях неисполнения данного поручения прокурор Туркестанской области направляет недостоверную информацию заместителю генерального прокурора. То есть после получения данного требования с генеральной прокуратуры, прокуратуры Туркестанской области, в целях игнорирования данных требований, они написали отпиской, то есть с указанием, что уже планируется завершение 13 ноября 2021 года, завершение следствия уголовного дела, и уже планируется ознакомление. Туркестанской области 20 полиция, департамент полиции Туркестанской области 20 декабря 2020 года передает уголовное дело в прокуратуру области, и прокуратура 21 декабря 2020 года, получив дело спустя несколько часов, санкционирует и передает дело в суд. Понимаете, что за несколько часов прокуратура согласовала дело, состоящее из 37 томов. Зачем такая спешка? Прокуратура даже не обратила внимания, что в уголовном деле из 37 томов нет ни одного документа в оригинале. Все документы, все копии. Прокуратура области в результате отписки ввела в заблуждение Генеральную прокуратуру. В письме также написано: при решении данного вопроса возраст подозреваемого, его состояние, здоровье и иные объективные данные учтены. Это, можно сказать, наглое вранье со стороны прокуратуры области, потому что в эти дни Сарманов Хали Сатыбалдиевич в тяжелом состоянии находился в изоляторе временного содержания ИВС управления полиции Ардабасинского района, откуда его перевели в реанимационное отделение Ардабасинской районной больницы с очень тяжелым диагнозом. Он в это время перенес 3 инсульта. Его правая нога была парализована, а затем его перевели в санитарную часть СИЗО города Шымкент. В результате таких целеустремленных действий Сарманов Хали Сатыбалдиевич уже находится под стражей более 10 месяцев. Самое худшее в судебном разбирательстве — доказывать свою невиновность, так как дело сшито белыми нитками. Ни одного факта, доказывающего его преступное деяние, нет. Более 5 месяцев суд допрашивал заявителей, хотя ни одно лицо не имеет никакого отношения лично к Сарманову и производству кооператива. По фактам фальсификации документов, свидетельства
о наследстве для некоторых заявителей возбуждено уголовное дело в отношении нотариуса. Именно по этому делу касательно незаконных действий нотариуса Сюебой по статье 251, часть 2, в связи с наличием состава преступления, расследуется на сегодняшний день уголовное дело. Проведение незаконной аудитской проверки касательно этого 4 ноября 2020 года следователем Пельдебаевым назначена аудитская проверка, по результатам которой 5 ноября на следующий день товариществом Жана Аудит было подготовлено и вручено аудитское заключение. По аудитской проверке судом Сайрамского района были направлены запросы, по которым установлено, что договор между департаментом полиции Туркестанской области и товариществом Жана Аудит, аудитской компании, был заключен только 15 декабря 2020 года. То есть аудит был проведен до того, как заключили договор. И, соответственно, акт аудитской проверки не является законным. Также присутствуют факты хищения бюджетных средств. По данным фактам нами подано соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру, Антикор и так далее. 14 июля 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении аудитора, именно руководителя ТО «Жана Аудит» по статьям 251 Уголовного кодекса. Там тоже имеется наличие состава преступления. Вместе с тем, решением суда признано незаконным протокольное решение от 14 декабря 2018 года об изменении местонахождения производства кооператива. То есть именно смена руководства, смена места нахождения производства кооператива было совершено с 2018 года. При этом от имени Сарманова Хали было подано исковое заявление в специализированный международный экономический суд, где было решением данного суда была отменена перерегистрация. То есть на момент подачи, на момент именно проведения вот этих основных главных судебных разбирательств, Сарманов Хали стал вновь руководителем данного кооператива. То есть в ходе досудебного, то есть следствия по итогам, им было предоставлено заявление об исключении ПК Хайнар Астык и его представителей из списка потерпевших и потребовал прекратить уголовное дело, как уже будучи на сегодняшний день руководителем данного ПК в отношении себя, что судом было проигнорировано. На основании изложенного я, как уже обратился руководителем центральных аппаратов, Генеральную прокуратуру, МВД Республики Казахстан, именно президенту нашей страны Касым-Жомарт Кемеловичу, прошу вас обратить внимание на этот факт, именно на это уголовное дело. Прошу принять меры, создать следственно-оперативную группу из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры и других структур, назначить тщательную проверку. Я считаю, что мы, как защитники, как адвокаты, считаем, что в данном деле именно в отношении Сармана Хали допущены грубейшие нарушения, которые не должны быть допущены, так как он тоже является гражданином нашей страны. У него есть тоже права конституционные, гарантированные иными нормативно-правовыми актами. Поэтому я убедительно прошу в целях приостановления данных вопиющих фактов, незаконных фактов в отношении моего подзащитного организовать проверку. И я уверен, вы убедитесь в том, что местные органы, правоохранительные органы совершили очень грубые процессуальные нарушения.